Коми завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму 8-го созыва. По федеральному избирательному округу имели право представить кандидатов 32 партии, что и сделали 15 из них. Уже есть первые зарегистрированные партиями федеральные списки претендентов в российский парламент. Срок подачи документов в Центральную избирательную комиссию истекает 4 августа. Что касается одномандатного округа, в который входит вся республика, своих кандидатов в Коми выдвинули 7 партий. Как мы с вами знаем, самовыдвиженцев на наших выборах не было. Но одна из причин, опять же, кроется в том, что численность избирателей в нашем округе очень большая. И 3% от этой численности составляет около 20 тысяч. Это достаточно сложно, собрать такое количество подписей для прохождения процедуры регистрации. А берем, например, Ненецкий округ, где 30 тысяч избирателей. Соответственно, собрать там надо всего 900 подписей. О намерении участвовать в выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному округу заявили представители 7 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Новые люди». 5 кандидатов уже представили документы для регистрации. Для остальных крайний срок 4 августа. Все претенденты на думское кресло должны пройти проверку. Особенность этой избирательной кампании в том, что у нас появилось, во-первых, новое ограничение пассивного избирательного права, связанное с причастностью, возможной причастностью кандидатов к деятельности террористических или экстремистских организаций. Это является ограничением пассивного избирательного права. И появилась еще одна информация, которая в обязательном порядке должна указываться о кандидате. Это ситуация, если кандидат является физическим лицом, иностранным агентом. Вместе с думскими выборами в Коми пройдут масштабная избирательная кампания местного уровня. Предстоит выбрать 1282 депутата городских и сельских поселений. Пройдут довыборы в советы районов и городских округов, а также глав 11 сельских поселений. Процесс выдвижения кандидатов продлится до 9 августа.